Какая обстановка сейчас в Азербайджане? Какое настроение? Что говорят в обществе? Как освещают эту трагедию журналисты? Ну, во-первых, в Азербайджане траур. Официально сегодня объявлен траур. И, естественно, это тот случай, когда все праздники и праздничные мероприятия отменены. Это во-первых. Естественно, в стране траур, у людей нет настроения, и общество в определенном смысле подавлено в настроении. Потому что это не рядовое событие, причем трагичное было, когда часть экипажа, часть людей в самолете выжила, другая часть погибла, трагически погиб капитан борта, пилот. И вот как-то вот такое очень подавленное в плане настроения ощущение. И мы, естественно, это пытаемся э, преподнести это объективно, все как есть. Мгм. И я думаю, что очень много вопросов. И, естественно, мы ждем ответа, беспристрастного ответа расследования казахской стороны, Мгм. казахстанской стороны. Мгм. А, по поводу вашей деятельности. Я была журналистом, и я знаю, каково это освещать такие темы. А, было ли какое-то давление со стороны властей? Возможно, какие-то российские СМИ на вас выходили. Может быть, вы считаете, что местные журналисты, азербайджанские журналисты, недостаточно объективно освещают эту проблему, хотят скрыть некоторые факты. Есть ли такие подозрения? Абсолютно. Я главред Вести АС, если что. Я сам был журналистом, сейчас я являюсь главредом информационно-аналитического издания Вести АС. И я могу уверенностью вам сказать, что никакого давления ни со стороны там, наших властей, ни со стороны там, может быть, каких-то российских медиа и так далее, никакого влияния не может быть. Вообще российские медиа, СМИ или госорганы, как они могут давить на меня или на других журналистов, я вообще себе не представляю, правда. Они могут там, выйти, может быть, задать вопрос уточняющий, что мы думаем, но не более, это раз. И я думаю, что идет беспристрастное освещение этого события. Это горе для нас. И поскольку для нас это горе, для нас это сейчас приоритет и главный, скажем, ну, главный инфоповод всей новостной ленты и Мгм. всей аналитики вокруг, строящейся вокруг этого события Мгм. злополучного. Мгм. Вы знаете, да, что Евроньюз опубликовал статью, где предварительная версия расследования эм, уже озвучена Евроньюсом. Как вы считаете, вы согласны с этой версией? И эм, некоторые эксперты говорят, что русскоязычные азербайджанские СМИ уже ссылаются на эту версию. Ну, во-первых, я напомню, это было как? Евроньюз со ссылкой на источники в правительстве сообщила. Плюс сообщило азербайджанское издание «Калибр», тоже со ссылкой на источники в правительстве. Далее Reuters со ссылкой на 4 источника в правительстве сообщила. И ну, относительно новая А-Ньюс также сообщила о том, что воздушное судно было сбито и подбито в Грозном. То есть сомнений о том, что у азербайджанской стороны, и у властей, и у общества, и у медиа о том, что тут какие-то есть спекуляции и информационные манипуляции, абсолютно отсутствуют. Я вам скажу больше. Значит, еще до этой официальной версии Баку, по тем кадрам, по тем видео, которые мы получали с самого самолета, изнутри, потом с места происшествия и так далее, было очевидно, что самолет был сбит российскими ПВО. То есть и даже российские патриотические каналы, Z-каналы, официальные каналы,
все они, то есть канал, который работает на военной тематике, даже они, российские, я вам скажу, пропагандистские военные Z-каналы, все говорили о том, что по самолету было отработано ПВО. Видимо, они там пытались сбить украинские БПЛА, которые в этот момент атаковали аэропорт Грозного, и попали по азербайджанскому авиалайнеру. Другое дело, очень много вопросов вызывает действие самой российской стороны. Они не приняли самолет в других аэропортах России. Был запрос на Минводы, был запрос на Махачкалу, был запрос на другие. Они отказали принимать. Они объявили режим ковер. Это означает, что они не принимают воздушные суда. А, И если это было так, то есть они за 40 минут, за час, я не знаю, даже во время полета за 30 минут до посадки, они могли сообщить бортпроводнику, пилоту о том, что аэропорт закрыт из-за экстренной ситуации. Мгм. И он бы перенаправил бы судно в другую сторону. Но нет, они этого не делали. То есть тут не надо прятать вину российской стороны. Мгм. И в частности аэропорт Грозного. Мгм. Как вы считаете, кто скрывает вину российской стороны? Сама Кого? Россия, конечно. Мгм. А, Сама Россия. Поскольку это было сделано в Грозном, и Рамзану Кадырову, я не думаю, что выгодно это вообще освещать. Потому что России придется извиняться, принимать, признавать. Потом еще идут выплаты за борт, идут выплаты пострадавшим. Естественно, Россия не хочет этого делать. Плюс ко всему имеется тут военно-политические последствия для самой России, поскольку оказывается, что ее аэропорты на юге из-за военных действий в Украине, они сегодня небезопасны. Это большой имиджевый удар. Другое дело, мы сейчас будем наблюдать, в Баку сейчас будут наблюдать, как в Казахстане будут дела расследовать. Мы вполне себе даем себе отчет, что влияние России и влияние ее на госструктуры, на позицию России, на отношение России для Казахстана очень важны, и она в Казахстане очень достаточно сильна. Мы отдаем себе этот отчет, и поэтому отдаем отчет тому, что расследование может быть теоретически не беспристрастным и мгм. объективным. То есть мы себе отдаем отчет, что казахская сторона захочет умолчать этот факт, что в отношении азербайджанского самолета был нанесен удар ракетный. Мгм. Мы это понимаем и отдаем себе отчет. Что будет в этом случае, Что если Казахстан, возможно, что в Казахстане что будет, если Казахстан умолчит о некоторых фактах? Как вы думаете, как журналист, какое решение примет власти вашей страны? это очень достаточно сложный вопрос. У Азербайджана с Казахстаном достаточно глубокие, многовекторные, скажем, многослойные отношения. Братские. И братские, да, братские отношения, многослойные, и они основаны на братских отношениях. И это для нас не чужая страна, это братская наша для нас страна, дружественная страна. Мы имеем стратегическое партнерство с Казахстаном. Плюс мы имеем взаимозависимость, то есть мы оба находимся на пути серединного коридора, и поэтому обострение отношений между Казахстаном и Азербайджаном я не вижу и не прогнозирую. Мгм. Однако очень много вопросов все равно. И я не думаю, что скрыть это можно будет. Почему? Потому что два черных ящика найдено. И этот черный ящик, после того, как он будет скрыт в Казахстане, его потом должны будут отправить еще плюс в азербайджанской стороне, поскольку авиалайнер и авиационные линии – это азербайджанские. То есть скрыть от Азербайджана факт будет невозможно. Мгм. Но все же А вы говорите, все что... Мгм. видеофакты, Мгм. которые есть, они указывают на то, что по самолету был нанесен ракетный удар. Мгм. Но все же вы говорите, что казахстанские власти могут умолчать. И
расследовать не объективно. Почему? Что вас подтолкнуло на такое заявление? Я не говорю, что казахстанские власти именно пойдут на Прокуратура это. Казахстана, да. Я говорю, я говорю, что расследование может быть по политическим причинам, по причинам двухсторонних отношений Казахстана и России, по влиянию России внутри Казахстана, она может быть умолчана Мгм. из-за того, что Казахстан не захочет портить отношения с Россией. Мгм. Мгм. Поймите, что тут есть политический контекст. Да. Потому что самолет сбит в результате военных действий, которые есть сейчас в регионе. Мгм. И Казахстану эта ситуация неприятна. У Казахстана очень, не, скажем так, она оказалась в не лучшей ситуации и не лучшем положении. Поскольку сказать, что самолет был сбит, это означает, что иметь определенные похолодания в отношениях с Россией, а не сказать, это означает иметь похолодание с Азербайджаном. Мгм. Вот такая ситуация сложная. Как вы считаете, достаточно ли жестко реагируют азербайджанские власти на этот инцидент или, может быть, занимают какую-то слишком мягкую позицию? Может быть, есть какие-то конкретные эм, лица? Нет, как никакой позиции, тут жесткой или мягкой позиции нет, не может быть, поскольку факт о том, что он сбит, официально вышло только лишь сегодня. Только Мгм. лишь сегодня об этом сообщили. Мгм. Вчера были догадки, были версии, были предположения. Западная пресса об этом свое предположение писали, западная пресса, военные эксперты, источники свое писали об этом, свои версии выдвигали. А российские Z-каналы, российские военно-политические паблики писали другое. Позиции не было никакой. Позиция появилась сегодня. Мгм. Это официальная позиция, и громкая позиция, которая была озвучена в первую очередь даже не на азербайджанских местных СМИ, а в первую очередь в западных СМИ, Мгм. что по самолету Азербайджана был нанесен удар. А агентство АНЮС заявило о том, что в Баку ждут извинений и признания российской стороны. И, соответственно, если она признает и принимает, соответственно, она должна понести на это, ну хотя бы такой материальный ущерб, то есть материальное вознаграждение тому, что надо оплатить за лайнер, за свою ошибку, как говорится. То есть, Мгм. я вам напомню такой прецедент, да, то есть 2020 год, я напомню, когда и самолет, который вылетал из Тегерана, был сбит иранским ПВО. И тогда Иран принес официальные извинения, он признал свою ошибку и заплатил семьям пострадавшим за данный инцидент. То есть за это, скажем так, событие, да, за эту трагедию. Они признали, понесли ответственность. Вот теперь вопрос, понесет ли ответственность Россия за это? Естественно, это просто извинения на высоком уровне, наверное, оплатить за там, лайнер и так далее, то есть возместить ущерб и прочее. Выделить финансирование, деньги семьям пострадавших и так далее. Мгм. Но другое дело, что у этого вопроса есть еще плюс политический контекст. Если Россия признает, это означает то, что в России южные регионы, южные аэропорты всех южных регионов, Грозный, Махачкала. А Махачкала это, кстати, достаточно далеко от российско-украинского Да. конфликта, да, то есть Мгм. Да. фронта. Махачкала, Грозный, Минводы и другие аэропорты юга России, они небезопасны. У этого имеется политические, скажем так, издержки, я бы так сказал. Мгм. Хорошо. Что вы скажете на то, что есть ли такое подозрение или обвинение со стороны властей, что азербайджанские СМИ раздувают эту трагедию? Возможно, вас просят умолчать о каких-то некоторых данных. Есть ли какие-то Что означает факты? вопрос? Что означает раздуваем?
Объясните мне, пожалуйста. Напрягаете Погибли люди обстановку своими трагически. публикациями. Они погибли. Как можно нагнетать обстановку еще больше, когда погибли люди, а борт сбит в аэропорту Грозного, куда он летел? Мы не говорим, мы не утверждаем, что это был специальный акт. То есть мы не утверждаем, что Россия намеренно взяла и нанесла ракетный удар по азербайджанскому этому судну. Мгм. Нет, это возможно, чисто такая случайность из-за непредвиденных, неприятных обстоятельств дроновой атаки Украины на аэропорт Грозного. Это достаточно, а, скажем так, неприятный случай. Ниджат, Как я вас можно дальше понимаю развивать? как Мы ничего не коллега, раскрываем. я вас понимаю, я понимаю ваши эмоции, но все же я как журналист знаю, насколько это возможно, и поверьте, возможно и в вашей стране, может быть, у вас происходят какие-то подобные ситуации, да, может быть, вы не можете сказать о каких-то фактах, которые потом впоследствии понесут какие-то политические риски. Есть ли такие моменты? Нет таких моментов и не может быть. В этом вопросе позиция государства ясна. Россия нанесла удар по азербайджанскому авиалайнеру, и Баку, официально Баку, ждет признания и извинений. Никакой позиции, никакого раздувания, там, обострения и прочего нет. Есть Ниджат, сухие данные. Ниджат, сейчас идет расследование и о том, что самолет, воздушное судно было сбито российской ракетой, это предварительное, да? Давайте будем говорить официальную версию, что это предварительная версия расследования. Если же возможно и такой факт, что будет информация о том, что Россия здесь ни при чем. Азербайджанские СМИ будут писать опровержение или как? Ну вот это же может быть такой сценарий. Это вопрос, кто, кто, кто это заявление даст? Расследование Любая сторона. Казахстана? Любая сторона. Я не говорю сейчас о казахстанской прокуратуре, как раз таки Как вы сами это? говорите, что мы сами в этом Нет, заинтересованы. нет, расследование ведет казахстанская сторона. И она не допустила к расследованию официально. Вот сегодня ваш помощник вице-премьера, вице-премьер заявил, что расследование ведет казахстанская сторона, и до нее не допущена ни азербайджанская, ни российская сторона. Это вас как-то Верно? напрягает? Плюс, нет, нет, да, никого ничего не напрягать. Напрягать уже ничего не может. Мгм. Плюс казахстанская сторона обнаружила, нашла оба черных ящика. Верно? Как можно скрыть данные черного ящика? То есть расследование Казахстана может выйти и сказать, что это была трагедия, несчастный случай, и Россия тут не причастна. После того, как эти черные ящики будут переданы азербайджанской стороны, и азербайджанская сторона на тех же самых данных черного ящика выйдет с данными и официальным подтверждением того, что по самолету был нанесен удар. Как это может быть? Это, ну, Ниджат, это же может быть. Есть, Расследование, правильно, расследование официально идет сейчас для Казахстана, и Казахстан ведет расследование. И для них еще не ясно, что произошло. Точнее, для официального Казахстана, для тех, кто этим делом занят, уже давно все ясно. Ясно было уже для нас, обыкновенных обывателей, журналистов, экспертов. Было ясно уже тогда, когда мы увидели наш самолет, в каком он состоянии был. Было очевидно, что снаружи на него было соприкосновение. Миллион есть видео, фактов, когда самолет летит со сломанным фюзеляжем. Внутренние есть кадры самолета, когда видно, что
самолет подвергся атаке. Мгм. То есть это все как факты есть. Непонятна она сегодня Но, для официальной прессы Казахстана со стороны официальных лиц. Для Ниджат, них все непонятно. Для нас Ниджат, давно все понятно. Ниджат, я понимаю вас. Сейчас давайте мы будем с вами более профессионализм, в общем, да, профессиональный, да, мы же не можем сейчас забегать вперед и говорить, что все, Минутку. официальная Минутку. версия такая. Мы сейчас ждем, Чья ожидаем официальная еще. версия? Не, Мирамгюр, да, я извиняюсь. Официальная Чья версия, официальная подождите, версия? официальная версия казахстанской стороны, азербайджанской стороны и российской стороны, потому что Минутку. Нет, 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 я извиняюсь. Официальная сторона, официальная позиция азербайджанской стороны, это то, что по самолету был нанесен удар. потерпевшая сторона. А- что значит потерпел? Официальная позиция Азербайджана сегодня, Евроньюз, Reuters, Калибр, Аньюз со ссылкой на источники в правительстве заявили о том, что они ждут извинений со стороны России. Официальная позиция Баку – это то, что официальная позиция какая Казахстана, это, как говорится, их дела. Мы в это не лезем. Мы ждем итогов расследования. Вот Но именно. уже Мгм. Да. мы говорим, мы свое расследование провели и знаем, что для нас на самом деле ситуация очень сложная. Мы просто не допустили для спекуляций вокруг этой темы. Мгм. Вот как ситуация выглядит. Официальная позиция для Казахстана, то есть не существует единой позиции Азербайджана, Казахстана и России по данному вопросу. Не существует. Существует позиция Баку, которая была озвучена сегодня через Евроньюз и другие каналы, что самолет был атакован. Верно? Верно. Верно. Существует официальная позиция Казахстана о том, что еще расследование идет, в итоге мы еще не знаем. То есть, Верно? подождите. Верно. И не существует никакой официальной позиции Москвы. Мгм. То есть, смотрите, Ниджат, сейчас для вас предварительная версия расследования, то, что вышло на Евроньюз, вы уже ее принимаете как за официальную версию. То есть вы другой версии не видите, правильно я понимаю? Ваши Так журналисты это наша версия. Азербайджана. Нет, Мгм. это не версия, это позиция нашей страны, которая говорит о том, что по самолету был нанесен удар. Мгм. Верно? Мгм. Это В позиция. чем тут Мгм. подвох? Мгм. Да, потому что, ну как так может быть? Все возможные мировые СМИ, аналитики, даже российские Z-каналы, военные каналы заявили о том, что все кадры, все, что было, все, что мы знаем, указывают на то, что по самолету отработало ПВО. Верно? Поскольку в Казахстане идет расследование, они сейчас должны открыть черные ящики и так далее и тому подобное. Они пока не говорят, что мы не пока, они за позиция Казахстана заключается в том, что она заявляет о том, что мы пока не можем подтверждать или опровергать. Да. Мы не подтверждаем, но и не Ради опровергаем. Бога, расследуйте правильно, ради Бога, расследуйте дальше. Мгм. Но если бы сегодня эта информация о том, что по азербайджанскому самолету был нанесен ракетный удар, этого бы не было бы, и мы ждали бы до конца расследования, то я не исключаю, это лично моя позиция журналиста и аналитика, я не исключаю, что по итогам было бы заявлено, что это несчастный Да. случай. Мгм. Возможно. Но теперь азербайджанская сторона практически официально заявила о том, что по самолету был нанесен удар. Кстати, это было даже понятно, потому, когда президент первый день события, трагедии вчера, а, он летел в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ ежегодный.
Еще в самолете он узнал о трагедии, развернул самолет, вернулся обратно. И он тогда, когда вышел, заявил о том, что мы не знаем точные причины трагедии, хотя первоначальная версия была, что якобы птицы ударились об лайнер. Уже тогда было понятно, что у Азербайджана есть подозрение о том, что там что-то нечистое и не совсем все прозрачно. После того, как Азербайджан отправляет свою комиссию в Актау, и появляются видео с конкретными дырами и отработкой ПВО по самолету, тогда в Азербайджане уже сомнений тому, что нанесен ракетный удар по самолету, не остается. Другое дело, что это не подтверждалось официально. А сегодня через Евроньюз, через Reuters, через местные структуры медийные, это сообщение официально опубликовано. Мгм. И у Азербайджана нет сомнений о том, что по самолету нанесен удар. А зачем мы должны замалчивать? Мы понимаем Казахстан, что они не хотят иметь политические проблемы какие-то с Россией. И, возможно, это не хотят иметь какие-то там, возможно, неприятные моменты. Но нам-то зачем умалчивать? Мгм. Ну, то есть, если сейчас Есть итоги... Мгм. заинтересованность у России умалчивать. Поэтому я все-таки жду, я ожидаю, надеюсь на независимое, беспристрастное расследование казахстанской стороны. И я надеюсь, что они, итоги этой казахстанского расследования, они подтвердят именно нашу версию, точнее позицию. Я Мгм. на это очень надеюсь, потому что спрятать те дыры на самолете, крыле, там, крыле, это Фюзеляжа. просто Мгм. невозможно. Мгм. А, Фюзеляжи, да, это да, просто невозможно. да, я вас услышала, но все же вы не ответили на мой вопрос. Я хочу услышать от вас. Если все же получится так, что Россия здесь ни при чем, будет такая официальная версия. Что будет? Что вы будете делать? Ваша сторона, как вы... Вот произойдет такой сценарий. Ваши действия какие? Я сейчас не Как могу, вы думаете? я сейчас не могу говорить за руководство Азербайджана. То есть я не могу говорить за администрацию президента, я не могу говорить за МИД, я просто обыкновенный политический обозреватель и главред Вести АС. Я не имею никаких официальных полномочий говорить за то, как будет себя Азербайджан вести. Я не знаю, как Азербайджан будет на это реагировать, но очевидно, что а, такой ответ нас не устроит, расследование. Потому что спрятать тысячи видеокадров, которые распространяли в первую очередь казахстанские блогеры и журналисты. Причем казахстанские же военные и эксперты в том числе, они на медийном уровне также подтверждали о том, что это было похоже больше на то, что по нему отработало ПВО, нежели чем просто на несчастный случай. Птицами. Мгм. То есть тут такой момент, что я не знаю, как будет на это реагировать официально Баку. Мгм. Я не знаю, возможно, каким-то Стоит образом ли все три стороны договорятся. Стоит ли привлечь в таком случае, как вы думаете, международные структуры? Может быть, есть какие-то правила? Может, вы слышали? Ну, правило простое, нет. Кстати, в расследовании также участвует бразильская сторона, а именно компания Embraer, М, собственно, чей авиалайнер, да? То есть компания, которая занимается а, производством этих самолетов. мгм. Даже если казахстанская сторона захочет как-то это дело замять, на что я очень надеюсь, что так не будет. Но тем не менее, будет также отдельное заявление компании Embraer
И для такой компании, как Embraer, которая занимается продажей самолетов по всему миру, это вопрос репутации.